Ансамбль «Низами» существует уже 3 года. 3 января этого года исполнилось 3 года. В составе ансамбля 3 ребят, невидящих ребят, 2 мальчика и 1 девочка. Художественным руководителем стал Дмитрий Андреевич Бекчентаев. Дмитрий Андреевич Бекчентаев пришел в школу и познакомился с этими ребятами. И увидел этот маленький коллективчик. Ему стало интересно. В принципе, отдали детей в музыкальную школу для того, чтобы они развивали свою моторику, повышали свои знания, и чтобы им было интересно. Мы приложили все усилия, чтобы увлечь своих ребят получением знаний. Нотная система брали, это у нас отдельный педагог. В общем-то, отдельные педагоги были. Они были не в музыкальной школе, они были в реабилитационном центре. Эти педагоги, которые знают нотную, они сами были. Кто-то был, кто-то есть, незрячие. Потому что зрячим это очень трудно освоить. Это могут освоить мамочки, которым вот на самом деле деваться некуда. Сейчас центр-то закрыли. В том году центр закрыли, так что педагогов их тоже куда-то по школам. Я начал заниматься музыкой с 5 лет. Я умею играть на фортепиано, на бас-гитаре, вот она. Постепенно овладеваю гитарой, немного умею играть на блокфлейте, немного умею играть на курае. Очень многое недоступно. И все сложно. Сложно все. Начиная от того, что вы берете своего ребенка за руку и ведете. Он не сам бежит, а вы его ведете и сидите с ним на уроке. Или если не на уроке, то вы ждете окончания. Идете домой, обсуждаете и делаете вместе с ним домашнюю работу. Вы все время находитесь в его проблемах. Оставить своего ребенка на диване – это самое простое. И отдать ребенка телевизору – это самое простое. Потому что наши дети, они никуда не уйдут. Вот вы где их оставили, они там и будут. Оставите на лавочке, они там вот так и будут сидеть. Никто не хочет брать таких ребят, никто не хочет. Но первую школу взяла. Это бывают там сертификаты музыкальных салонов или на самом деле перечисления за участие там, в концерте или где-то. От продажи дисков. У нас диск ребята выпустили, первый диск свой в 2014 году, весной, в марте. А вот на наших концертах мы продаем наши диски, соответственно, вот это идет тоже в копилку нашего ансамбля. Также вот мы собираемся писать 2-й диск. Последнее такое серьезное достижение это было участие в Грушинском 42-м фестивале, где ребята стали лауреатами фестиваля. Это очень большая награда, это очень большая победа для этого коллектива. На большую перспективу мы никогда не заглядываем, не смотрим. Вот как оно сложится, как сложится. Но так как достаточно серьезно занимаются музыкой, то один из ребят, он уже учится в музыкальном училище. Вот. Диляра у нас учится в университете, а Булат еще в школе. Я учусь в университете, в КФУ, Казанском федеральном университете, на отделении русской филологии. Вообще музыка, вот если сказать именно о той, которую я люблю слушать, вот я люблю слушать классику, я люблю слушать песни 70-х, 80-х и 90-х годов, люблю песни из советских фильмов. А классическую музыку, джазовую, бардовскую, тоже блюз нравится играть. Рок-н-ролл уж в свободное время и на наших концертах он не поется, потому что все-таки мы в таком бардовском направлении развиваемся. Я думаю, что в будущем хочу связать жизнь с музыкой. Да. Все равно вот не хочется расставаться с музыкой, все-таки хочется, чтобы она осталась со мной.